Глава Коми с рабочим визитом сегодня побывал в Княжпогосском районе. Здесь он на практике посмотрел, как реализуется проект «Народный бюджет» в отдаленном поселке Мещура. Вот что по этому поводу Владимир Уйба рассказал в своем видеообращении. Уважаемые жители республики, Бурлон, добрый день. Сегодня вместе с министрами из профильных министерств работаем в удаленном поселке Мещура Княжпогосского района. Хочу отметить, что в данном населенном пункте жители очень активно участвуют в реализации проектов «Народный бюджет». В 2019 году реализован проект в сфере благоустройства «Светлая улица» Юга Тулича. Обновилось освещение сразу на 3 главных улицах и 2 переулках. В 2020 году было реализовано 2 проекта. Обустроена спортивная площадка, реконструкция обелиска Славы и благоустроена прилегающая территория к обелиску. В этом году в программе «Народный бюджет» уже участвует 5 проектов самой разной направленности. Это и ремонт моста, система отопления в сельском доме культуры, крыша в детском саду, обустройство нового колодца, контейнерные площадки. И жители Мещуры на своем примере показывают, что даже в удаленном таком сельском поселении можно и нужно изменять жизнь к лучшему благодаря вот своей народной инициативе. Ну, отмечу, что вообще у нас Княжпогосский район в лидерах по числу проектов. Просто для справки еще раз напомню, что в республике на финансирование именно по народному проекту из бюджета республики было отобрано 444 проекта по 13 различным направлениям. Самые активные муниципалитеты — это Карткировский район, 35 проектов, Сыктывкар — 33 проекта, и вот как раз Княжпогоск — 32 проекта. Из 444 проектов 228 уже реализовано, и благодаря реализации этих проектов проведены работы в учреждениях культуры, образования, благоустроены дворы, общественное пространство, построены спортивные площадки, пожарные водоемы. Сделано и делается очень много добрых дел, реализуются именно те проекты, которые выбирают жители населенных пунктов. В поселке Мещура мы провели встречу с жителями Княжпогосского района. Было очень много разных вопросов. Это и вопрос ремонта и строительства социальных объектов, дорог, газификация района, обеспечение малокомплектных школ, качество мобильной связи, интернет, медицинское обслуживание. В общем, был очень хороший, серьезный разговор. По результатам встречи с жителями я дал поручение правительству региона по решению озвученных жителями проблем и проработке предложений. Несколько слов об эпидобстановке. В Республике Коми за сутки выявлено 235 случаев заболевания. Понемножку мы снижаемся. Вчера было 243 случая. Выздоровело 182 человека. Ну, мы не можем так, под несколько дней мы выздоравливали очень активно, поэтому, конечно, сегодня закономерное снижение по выздоравливающим. Наибольшее число заболевших точно так же у нас Сыктывкар и Ухта, 88 случаев и 48 случаев в Ухте соответственно. Развернуто 2663 койки, мы начали снижать. Вот закрыли 58 коек, 30 коек Усинск, 18 Усть-Вымь и 10 Княжпогосте. Занято 1675 коек. По вакцинации. Первый компонент вакцины получили 250 036 человек. Полностью завершили вакцинацию 219 339 человек. Сегодня в республике запас вакцины остается очень большой, более 143 тысяч доз, поэтому снова призываю всех вакцинироваться. Сегодня в завершении еще хочу выразить слова благодарности за труд работникам ветеринарной службы. Они отмечают профессиональный праздник. А республиканская ветеринарная лаборатория сегодня еще и дважды праздник, потому что 85 лет.
ветеринарной лаборатории. Ну, надо отметить, что ветеринарная служба – это очень важная сфера народного хозяйства. Вы понимаете, уважаемые жители, что от того, как работает ветеринарная служба, зависит продуктовая безопасность, а следовательно здоровье нас с вами. И, конечно, хочется, чтобы всем работникам ветслужбы труд приносил удовлетворение, благополучие и профессионального роста вам в вашей профессиональной карьере. Как любой человек хочет и должен быть здоровым, поэтому вам крепкого здоровья, успехов и, конечно же, семейного благополучия и счастья. Уважаемые жители республики, на сегодняшний день это вся информация. Всего вам самого доброго. Берегите друг друга. До следующей встречи.